Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Кулназарову Руслану Арслановичу. Здравствуйте, уважаемые судьи. Здравствуйте, уважаемый председательствующий. Позвольте озвучить позицию Министерства юстиции Кыргызской Республики по ходатайствам Шарапова о признании статьи 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Мацакова, Рамазанова, Баишева о признании пункта 2 статьи 5 Закона о введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, внесение изменений в некоторые законодательства Кыргызской Республики, а также по ходатайству Мацаку о признании части 5 статьи 80 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, противоречащим статье 55, частям 2 и 4, статье 56 и части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Обращающие стороны в своем ходатайстве оспаривают норму статьи 95 Уголовного кодекса Республики, где предусмотрена норма, предоставляющая осужденным с безупречным поведением право снятия судимости до истечения срока погашения судимости. Пункта 2 статьи 5 вышеуказанного закона, согласно которым законодатель не предусмотрел переходные положения, нормы, предполагающие дать право суду принимать решения в части переходного правосудия по Уголовному кодексу Республики, а также части 5 статьи 80 Уголовного кодекса Республики, где установлено, что обозначенная норма предполагает ухудшающие положение лиц, содержащих под стражей, до вступления приговора суда в законную силу, а также лиц, которые осуждены, но при этом оставлены в следственных изоляторах для дальнейшего отбывания наказания, которое засчитывается из расчета 1 день постарше за 1 день лишения свободы. Изучив ходатайство, обращаясь в сторону, сообщаем следующее. Отмечаем, что Уголовный кодекс Кыргызской Республики существенно претерпел изменения, и некоторые преступления по степени совершенного деяния перешли в разряд правонарушений, тем самым создал процесс декриминализации. А именно юридический процесс переквалификации части уголовно наказуемых деяний и переход их в разряд в иных правонарушений, либо правомерных действий, то есть освобождение общества от криминала, уничтожение криминальных элементов, а также гуманизация лица, лишенного свободы, который имеет право на гуманное обращение, уважение, достоинство, присущего человеческой личности, как предусмотрено части 1 статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах. Согласно статье 72 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, суд назначает наказание в пределах установленных соответствующей статей, особенно частью указанного кодекса, предусматривающая ответственность за совершенные преступления с соблюдением положений общей части указанного кодекса. По вопросу касательно правил сложения наказания за счет времени содержания под стражей, отраженного в статье 80 Уголовного кодекса Республики, отмечаем, что данная статья систематизирует сложение наказания из зачета времени содержания под стражей в зависимости от тяжести назначения наказания, которое является императивной нормой и обладает особой юридической силой, что означает недопустимость отклонения от заложенной нормы, обозначенной в части 5 статьи 80 вышеобозначенного кодекса. Кроме того, следует отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 11 вышеуказанного кодекса, где указано, что преступность и наказуемость деяния определяются законом, действующим во времени совершения этого деяния, а также нормы его положения. При этом отмечаем, что согласно части 2 статьи 12 обозначенного кодекса, закон, устанавливающий преступность деяния или ужесточающий уголовно-правовые последствия преступного деяния, не имеет обратного действия. Относительно статьи 95 Уголовного кодекса Республики отмечаем следующее. Вопросы судимости о его погашении в законодательстве Кыргызской Республики предусмотрены Уголовным кодексом Кыргызской Республики. Одним из принципов которых является то, что наказание и другие меры уголовно-правового воздействия, применяемым к лицу, совершившее деяние, предусмотренное указанным кодексом, должны соответствовать тяжести преступления, а также обстоятельствам его совершения. Это означает, что судимость представляет собой особые правовые состояния, возникающие вследствие осуждения, назначения наказания и его реального отбывания. Исходя из этого, основной целью судимости является именно учет лиц, совершивших преступления и отбывающих наказание, а также в некоторых случаях надзор за такими лицами. Суть надзора заключается в предотвращении повторного совершения преступления, то есть правонарушений, лицами, имеющими судимость за определенные виды преступлений, предусмотренных законом, путем наблюдения соответствующим органам за соблюдением установленных ограничений. И в этом смысле законодатель в статье 95 Уголовного кодекса Республики установил, что осужденный за совершение менее тяжкого и особо тяжкого преступления считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения.
То есть лицо, осужденное за совершенное преступление небольшой тяжести с момента исполнения приговора, признается не имеющим судимости. Однако законодатель предусмотрел норму в части 3 вышеуказанной статьи, согласно которой в случае назначения наказания с применением пробационного надзора судимость погашается в день окончания пробационного надзора. В этой связи отмечаем, что отсутствие в вышеуказанной статье нормы, предусматривающей снятие судимости за безупречное поведение после отбывания наказания до истечения срока погашения судимости, не влечет за собой отмены права погашения судимости после его отбывания. Кроме того, поскольку продолжительность сроков погашающих судимость находится в прямой зависимости от вида наказания и категории совершенного преступления, а также определяется характером и степенью общественной опасности совершенного преступления, вышеуказанная статья Уголовного кодекса Республики установила условия погашения судимости, которые предусмотрены в статье 95 Уголовного кодекса Республики. Относительно пункта 2 статьи 5 Закона о введении действий Уголовного кодекса Республики, Уголовно-процессуального кодекса Республики о правонарушениях и внесении изменений некоторых законодательств Республики от 28 октября 2021 года за номером 126 отмечаем, что в период принятия действующего Уголовного кодекса Республики норма, представляющая осужденным с безупречным поведением право снятия судимости до истечения срока погашения судимости, предусмотрена в статье 95, и норма статьи 80, где 1 день стражи считается за 1 день лишения свободы в Уголовном кодексе Республики, также не были предусмотрены, то есть старой редакции. В Кыргызской Республике права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законом в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Также ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерны указанным целям. Учитывая изложенное, считаем, что части 5 статьи 80, статья 95 Уголовного кодекса Республики и пункт 2 статьи 5 Закона о введении действия Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, на наш взгляд, соотносятся со статьями 55, частями 2 и 4 статьи 56, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. На это все. Обращающаяся сторона, у вас есть вопросы к представителю Министерства юстиции? У меня нет. Уважаемый суд, нет вопросов. Не имеется. Нет вопросов. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Представитель Джор Кенеш, пожалуйста, у вас вопрос есть? Присаживайтесь.